Татарами почему-то некоторые, потому что называются, потому что это такое имя у этих народов. Но что самое интересное, в дореволюционных российских книжках до революции 17 года татарами называли вообще всех тюрков Российской империи. Были татары, значит, сибирские, астраханские, естественно, волжские, казанские, азербайджанские, тоже татары, татары среднеазиатские, вот все казахи, они тоже татарами назывались во многих книжках. То есть русские просто так вот всех называли татарами, ну, по традиции, которая шла от Золотой Орды, где это было политическое название, точно как в Советском Союзе за границей всех называли граждан Советского Союза русскими, то также вот в средние века всех подданных Золотой Орды, вот этого Улуса Джучи, их всех называли татарами. Обобщенное политическое название. И вот эта традиция дожила до 20 века. В Советском Союзе от этого отказались, но тем не менее, еще когда я был студентом, нас учили, что были татары сибирские, казанские, астраханские. И уже только потом, когда я сам начал заниматься этими вопросами, я понял, что астраханские татары на самом деле никакие не татары, а нагаи, абсолютные нагаи. И там татарского вот ничего, в общем-то, даже вот в каком бы ключе ни бери, вот, ну нету, нагаи. Ну, это тонкости. В тонкостях разбираются либо люди, которые принадлежат к этим народам, либо специалисты. А массовое сознание, оно стремится все упрощать. Почему для американцев очень трудно разбираться, кто там в этой России, как они там. Все русские. Все советские тоже все русские. Почему мы то же самое, вот, американец. Какой они там американец? Там куча, там... Это классический пример упрощения свойственного массовому сознанию, потому что обычным людям это не нужно. Они никогда в Америку не поедут. Зачем им это? Американцы, американцы. Общий такой вот ярлык повесил, и все. Если он туда попадет, он, конечно, поймет, что там разные этносы, разные группы людей живут. А так издалека это все равно. И так же и здесь тоже. Татары и татары, какая разница? Как только сталкиваешься с этим, начинаешь разбираться, слушайте, оказывается, вон оно что, оказывается, здесь тоже все как сложно. Оказывается, здесь какая пестрота цветущая. Вот так вот. Так что воспринимайте это просто как часть современных предрассудков определенных. Не обижайтесь на такие вещи. Если это говорится без злого умысла, то человек просто может не знать, или, может быть, это ему не очень важно. Если вам это важно пояснить, поясните, нормально.